слушают, конечно, к ним легче достучаться через музыку Крылатова или Гладкова, или там «Ну погоди», чем, допустим, через наши собственные произведения или джазовые стандарты американские. С другой стороны, многие сейчас смотрят там диснеевские мультфильмы, там тоже оттуда музыка идет, из современных фильмов, как наших, так и зарубежных. Так что, конечно, с молодежью вообще через музыку можно общаться, можно даже рассказать какую-то историю, используя музыку различных композиторов и авторов. Можем рассказать о любви, там, играя историю любви, там, или еще какую-нибудь там «Любовь на продажу», там, или песню «I love you», там, да, «Я тебя люблю». Можем рассказать о погоде, о временах года, да, ну, то есть музыка как-то может, ну да, то есть как бы музыка, она может и что-то иллюстрировать, если ее правильно, так сказать, играть, или сами названия дают, или само настроение. Поэтому для детей нет такого специального проекта. У меня есть проект, партийный проект, я член партии «Единая Россия», у меня там есть проект, который называется «Культура и время». Он связан с детьми, он связан с конкурсами, с фестивалями. Есть региональные фестивали, потом победители этих региональных фестивалей едут на фестиваль, допустим, международный Ростов-на-Дону, потом если люди там побеждают, они едут там на наши фестивали, которые мы делаем, уже на взрослых выступают. И мы находим детей, ну не совсем детей, вот на этих конкурсах там идут от 16, от уже более профессиональных. Но есть и детские конкурсы, которые проходили сейчас в Тульской области, я ездил в Щекино, в Иркутске дети выступают, 9-летние, 10-летние, разных возрастов. Ну, конечно, это наше будущее поколение, если людей этих привлечь к джазу, то даже если они не будут джазовыми музыкантами профессиональными, то они будут связаны с музыкой, их близкие будут связаны с музыкой, они сами будут пропагандировать, как меня мой отец же, кто был моим первым, так сказать, учителем или первым моим человеком, кто меня вдохновил на джаз. Мой отец. Значит, у отца были тоже какие-то люди, которые вдохновили. Соответственно, мы, в общем-то, создаем себе и аудиторию в какой-то степени. И с другой стороны, когда люди после хорошего концерта выходят с удовлетворенными лицами, у них преображается вообще черты лица, они становятся более красивыми. Потому что если, при всем уважении, да, к Михаилу Таничу и группе «Лесоповал», конечно, после такого концерта выходят люди несколько с другими лицами. Нет, они, может быть, тоже хорошие. Может, у них действительно что-то было, какая-то беда, и они как бы могут к этому иметь какое-то отношение. Но все-таки после классики, после джаза люди выходят другими. Мозги начинают думать, появляются какие-то мышцы на лице, появляется улыбка счастливая, появляется новая энергетика, энергия. Поэтому, конечно, когда дети ходят, это очень здорово, и нам очень приятно. И бывает, дети заснут, понимаешь, потом проснутся. Но они дети. Но мы должны к ним тоже как-то достучаться.